Руслар. Всем здравствуйте. Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу. И здесь мы изучаем татарский язык. Друзья, спасибо за ваше внимание и за то, что остаетесь с нами. Я продолжаю исследовать историю и искать наших родственников, тюркские связи, по всему миру. Сегодняшняя неожиданная находка приводит нас в Великую Британию. Многие спросят, где находится Великобритания и где тюрки, как они вообще взаимосвязаны между собой. Официальная история умалчивает об этом. Однако независимые исследования приводят все больше аргументов в пользу этой версии. Давайте обратим внимание на два ведущих народа Великобритании – ирландцев и шотландцев. Лингвисты отмечают необычные особенности, не свойственные классическим европейским языковым нормам. Присутствуют схожести и с тюркскими языками. Например, в кельтском языке слово «мужчина» звучит как «ур», что очень напоминает татарское «ир». По-кельтски «угол» – слово «бугаик», что может отсылать нас к слову «буй» в значении «изгиб» или «сторона». Второй важнейший момент – это генетика. Исследования гаплогрупп показали схожесть ирландцев с башкирами напрямую. По моему мнению, это не просто случайность. Некоторые ученые полагают, что это пути развития древних миграционных путей – скифов и гуннов. Они перемещались до территории современной Франции и продвигались дальше на острова. Даже само слово «кельты» многие ученые напрямую связывают с тюркским словом «кильде» в значении «прийти» или «пришедшие». Кроме того, их исконные верования до христианства имеют много общего с шаманизмом и тенгрианством. Здесь мы и получаем общие точки соприкосновения. Небо как верховное божество. Жрецы Тенгри выступали знающими между миром живых и миром духов. А также в обоих сторонах присутствует одушевление природы и огромное уважение к предкам. А что насчет характера шотландцев и ирландцев? Он очень отличается от европейского. Они подвижные, боевые, склонны к завоеваниям. Именно этот тюркский компонент этногенеза и сформировал основу воинственности британской армии. Интересно, что мы находим следы тюрков не только на западе, но и на противоположной стороне Евразии. В одном из предыдущих роликов я рассказала о том, что японцы и татары – родственники. Однако не все зрители были согласны с этим утверждением. Прямо сейчас, непосредственно в Японии, проводятся исследования на очень серьезном уровне, согласно которым было выявлено, что третий элемент этногенеза японцев является монголо-тюркским компонентом. Это как раз-таки давно мигрировавшие туда тюркские группы. Похожая дискуссия идет и в Китае, в независимых исторических источниках и прессе. В этих кругах открыто обсуждается, что председатель Си Цзиньпинь является не ханьцем, а содержит тюркские корни из чингизидов. Таким образом, мы видим, насколько широким был путь древних тюрков, начиная от Британских островов на западе до японского архипелага на востоке. В официальной прессе и учебниках стараются умалчивать и не говорить об этом. И только благодаря независимым исследователям, сопоставляющим ДНК, лингвистику и культуру, мы можем посмотреть на реальную картину истории. Друзья, что думаете вы? Верите ли вы в связь кельтов и тюрков? Давайте обсудим в комментариях. Ну а мы продолжаем осваивать наш прекрасный татарский язык. Для всех начинающих приобретению доступен мой авторский видеокурс «Татарский язык с нуля». Вы занимаетесь по нему дома самостоятельно всего 5 минут в день и сами ставите базу татарского языка. Всех продолжающих и продвинутых приглашаю на индивидуальные или групповые уроки.
Вся информация в комментариях. Барыста оңышлар. Всем удачи!